А пока о главной политической дате в стране. Сегодня в истории Казахстана очень значимая дата. Ровно год назад Нурсултан Назарбаев, руководящий Казахстаном на протяжении 3 десятилетий, сложил свои президентские полномочия. Очень важно, отмечают эксперты, что преемственность заложенного Ельбасы политического и экономического курса продолжена и сегодня. Мои коллеги оглянулись назад, чтобы вспомнить, оценить и сравнить, как это было на заре независимости страны и как стало потом. К этому моменту сложению полномочий Нурсултан Назарбаев пришел не сразу. Он готовился принять это решение целых 3 года. Первое время казахстанцы были в смятении. Нурсултан Назарбаев неоднократно отмечал, что после сложения полномочий в его адрес поступало большое количество писем от казахстанцев с просьбой продолжить работу. Но транзит власти в Казахстане был необходим, и Ельбасы, вновь проявив себя мудрым и дальновидным политиком, на законодательном и конституционном уровнях подготовил основу для легитимной и мирной передачи власти. Казахстанцы все-таки с большим доверием отнеслись к этому решению. И это тоже проявление, знаете, такого, наверное, признания, да, его заслуг перед страной, уверенность в том, что он всегда принимает своевременные, взвешенные решения. Вот. И согласно данным опроса, более 70% респондентов отметили, что с оптимизмом смотрят в будущее, то есть они уверены в том, что не будет каких-то больших потрясений, что экономическая ситуация останется стабильной. И это показывает динамика прямых иностранных инвестиций в страну. Выступая перед нацией, Ельбасы вспоминал, какими непростыми были 30 лет его президентства. Он часто об этом говорит. О том, как начинался путь развития и роста для республики, только получившей свободу и не знающей, что с ней делать. Ведь вместе со свободой пришла разруха. И казалось, что страна падает в пропасть. Эти дни потрясений отчетливо помнит и соратник Назарбаева, Канат Саудабаев. Он проработал под началом Ельбасы около 40 лет. Казахстану несказанно повезло, что вот в период тотального кризиса, вот, в эпоху перемен жестоких, я бы сказал, таких тектонических перемен, у руля страны оказался именно такой человек. И я помню, на краю какой страшной пропасти стоял Казахстан накануне независимости. И преклоняю голову перед мудростью нашего народа, что именно в это время он доверил свою судьбу именно этому человеку. И вот эти 98,8% голосов, отданных ему казахстанцами в едином порыве в то время, я думаю, это не только был вотум доверия, но и в большой мере это было выражение надежды, что этот человек вытащит страну из кризиса и придаст оптимизма, что наша жизнь улучшится. В то время это было почти нереально. Благодаря взвешенной политике Ельбасы Казахстан пережил тяжелые времена, без войн и хаоса, гражданских потрясений и межэтнических и религиозных конфликтов. Сегодня Казахстан – это многонациональный дом, где под одним флагом, в дружбе и согласии проживают представители разных национальностей. Каждый имеет право на пользование родным языком, культурой и выбор вероисповедания. Тем самым наша страна получила признание во всем мировом сообществе. Это сегодня Казахстан знают и признают за равного в мировом сообществе. В начале независимости ситуация была другой. Нужно было принимать кардинальные и неординарные решения. А еще не бояться реформ. То, что Нурсултан Назарбаев и делал, несмотря на критику, недоверие, а порой и откровенный скепсис. Главная задача сейчас не технологически и научно не отстать от всех наших конкурентов. Для этого мы сильно взялись за образование и за науку, за молодежь. Вот за это надо держаться.
Время показало и доказало – все нормально. Осуществив транзит власти максимально продуманно и взвешенно, с учетом всех возможных рисков, первый президент дал возможность государству развиваться и дальше. Поступательно и динамично. И здесь он не случайно акцентировал внимание общества на значимости передачи власти современному и молодому поколению управленцев. В очередной раз призвал к омоложению и обновлению госаппарата. Главный стратегический шаг Ельбасы – развитие человеческого капитала. Не каждый президент уделяет столь большое внимание подготовке молодых кадров, которые продолжат развивать страну. К примеру, даже если взять стипендию «Болашак». Лишь за последние 15 лет ее выпускниками стали около 12 тысяч казахстанцев. Это целая армия квалифицированных перспективных специалистов. Сегодня 48% выпускников работают в квазигосударственном секторе, 37% в частных компаниях. Особо стоит отметить, что Ельбасы делал упор на молодых людей из сельской местности, тем самым открывая перед ними большие возможности. В сфере социального обеспечения населения мы видим, что был продолжен курс, взятый на обеспечение возможностей для молодежи Казахстана. Ельбасы фокусно обратил внимание на необходимость поддержки казахстанской молодежи в 2018 году. И в этом году мы уже с вами видим, что заработал механизм задействования президентского молодежного резерва. Создаются различные возможности для студенческой молодежи. Создана новая лестница доступности жилья, что немаловажным является и для молодых людей, и для казахстанцев. Поддержка молодых казахстанцев по-прежнему один из приоритетов деятельности Ельбасы. Под его кураторством запущены и успешно действуют многие проекты, нацеленные на усиление позиций талантливой молодежи и творческой интеллигенции. Это, в частности, проекты фонда первого президента страны и Академии Ельбасы. Параллельно Нурсултан Назарбаев продолжает оставаться признанным авторитетом на международной арене. Я думаю, этот вектор важен не только для Токаева, для любого руководителя государства. Я думаю, любой руководитель государства, он заинтересован продолжить тот курс, который был до него. Поэтому, конечно, он продолжает политику Нурсултана Абишевича. Но самое главное, в сегодняшних ситуациях, то, что сейчас творится в мире, это очень важно. Надо соблюсти преемственность и дальше в этом же направлении работать. Тем более мы с вами хорошо знаем, что было сделано за 30 лет. А сделано много. Позади гигантская работа по строительству государственности страны. Человек с огромным внутренним потенциалом и реформаторским талантом, он всегда ставил во главу угла интересы прежде всего Казахстана, его народа и будущего страны. Это заставляло его порой быть жестоким, жестким и непреклонным политиком. Но именно за это его многие уважали. Его советы всегда ценились. Он и сегодня далеко не в стороне от процессов, происходящих в государстве. И это тоже залог развития Казахстана и той стабильности, что достигла страна. Самое главное, что у Казахстана есть четкая стратегическая повестка, долгосрочные цели нашего развития. Они обозначены в концептуальных документах, инициированных и принятых под руководством первого президента Казахстана Ельбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Касым-Жомарт Кемелович со своей стороны обозначил те задачи, которые будут решаться в предстоящие годы. И мы можем с полным основанием говорить, что у нас есть четкое видение, как в стране развиваться, есть ресурсы, есть возможности. Экономика Казахстана под руководством Нурсултана Назарбаева проделала долгий и успешный путь, в ходе которого произошли радикальные изменения фундаментальной основы экономической архитектуры. Все эти достижения были достигнуты в непростых условиях реформ, осложненных рядом крупномасштабных социальных, политических проблем, регулярными внешними шоками и кризисами, переформатированием мировой экономической системы. Преемственность курса, заложенного Ельбасы, успешно продолжена президентом Токаевым. И политика, и экономика, и социальное развитие страны движутся по выверенными годами направлениям. И сойти с этого пути значит совершить ошибку. Все это понимают и поэтому продолжают работать в условиях долгосрочной стратегии, заложенной Нурсултаном Назарбаевым.